На федеральном форуме «Цифровой алмаз» зарегистрировано рекордное количество участников, свыше 2600. Из них более 300 прилетели из других регионов страны. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с модераторами и спикерами «Цифрового алмаза». Участники предложили наиболее актуальные темы для формирования резолюции форума. По его итогам заключены соглашения, важные для развития Якутии в цифровом пространстве и креативных индустриях. В рамках форума лидеры цифровой экономики страны и ведущие отраслевые эксперты принимали участие в обсуждениях по 4 трекам: цифровое инновационное развитие, цифровой контент, безопасность и телекоммуникации, а также образовательные технологии. Я бы отметил предложение по публичному размещению акций. У нас в стратегическом указе о развитии креативной экономики от 27 апреля текущего года одна из задач – это вывести 3 технологические компании из Якутии на первичное размещение акций, так называемое IPO. К 2032 году. Это очень сложный процесс, глобальный. Чтобы к этому к нам прийти, нам нужно применять различные финансовые инструменты, такие как облигации, такие как цифровые финансовые активы и так далее. Но это не просто про финансовую грамотность, которая сейчас, безусловно, важна. Это про умение инвестировать. По итогам форума подписаны десятки соглашений, обсуждены самые актуальные вопросы, а также презентованы наработки в цифровой сфере. По итогам цифрового алмаза этого года приняты решения, которые привлекут инвестиции в цифровую экономику Якутии. Участники увидели практические примеры в самых разных секторах экономики и обменялись мнениями. Также установлены новые партнерства и заложен фундамент будущих достижений. То цифровое развитие, которое мы сегодня видим в нашей республике, будет продолжаться благодаря в том числе и тем связям, тем контактам, которые у нас появились благодаря этому форуму. И уверен, что этот форум, который мы проводим совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации при поддержке ряда крупнейших компаний нашей страны, и отдельные слова благодарности нашему генеральному партнеру Сберу, будет и дальше так же успешно идти вперед. Кроме этого, на площадке Всероссийского форума состоялось пленарное заседание под названием «Создавая альтернативную инфраструктуру. Российские решения в глобальной IT-инфраструктуре и странах БРИКС». В его рамках обсудили стратегию IT-развития, вопросы кибербезопасности, а также внедрение цифровых технологий. Во время пленарного заседания состоялось торжественное вручение государственных стипендий первого президента республики Михаила Николаева. Интеллектуалы, юные исследователи, сподвижники культуры, науки и образования получили стипендии «Знанием победишь». Госнаграда призвана содействовать концентрации творческих сил, энергии и воли во имя будущего республики. Это стипендия дань уважения Михаила Ефимовича Николаева, потому что у него спектр интересов и в целом его деятельность была многогранна. И Михаил Ефимович создал Центр программы «Шаг в будущее», который уже больше 28 лет уже работает на развитии нашей республики. Ну и признавая его будущий вклад в программу «Шаг в будущее» не только в республике, но и в Российской Федерации, Центральный совет в этом году присвоил имя головному нашему центру, имя Михаила Ефимовича Николаева. Важно помнить, что Михаил Ефимович, как он говорит, он любил свой народ, любил родную республику. И государственная стипендия, которая учреждена уже сейчас Арсением Сергеевичем, это уже та стипендия, которая будет многих двигать на более такую развитие, работу с родной республикой.